Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы снова находимся в стенах арт-студии «Афина». Я рада представить вам артистку Саха-театра. Это Софья Иннокентьевна Сергучева-Баранова. Софья Иннокентьевна, здравствуйте. Сегодня у нас будет очень интересный мастер-класс по рисованию, красной лошади. Вот почему красный, мы эту тему впереди обязательно обсудим. Интересная тема, да? Софья Иннокентьевна, такой вопрос. Интересно, вот что вас привело в арт-студию «Афина»? Во-первых, объявление. Я человек, уже рисующая 17-го года, начиная как самодеятельный художник. Потом впоследствии я, конечно, заканчивала колледж имени Романова художественный, когда мне было уже 70 лет. Во время пандемии у народного художника Иннокентьева Николая Николаевича, большой мастер. Вот. А до этого училась у молодого, очень известного Семена Луканцы. Он же является его же учеником. По профессии я актриса. Может приобрести любую профессию человека. Вообще, вот получается, вы разнотворческий такой со всех сторон. И кроме этого, я народный мастер. Об этом потом. Сейчас тема у нас как раз, сегодняшняя тема, вот эта студия, арт-студия «Афина», которая привлекла именно сентября месяца, что такое работает. И вот. Чем здесь интересно? Так. Приходишь, просторный зал, тут все предоставлено, тут даже краски свои. Ну, я люблю своими красками, конечно. Краски разные же бывают. И тут учат, есть профессиональные художники, которые вот периодически тут по расписанию тоже приходят. Разные темы, разные вот это, поделки, разные виды искусства, да. И вот именно, например, мы во вторник и четверг приходим, да, моего возраста в основном. Общий интерес у всех. Но кто свободный, мы все работающие люди. В любое время может прийти. Утром, вечером. В свободное время. Иной раз даже я бываю здесь одна. Чувствую себя вообще как дома у себя. Тут все у нас предоставлено, все возможности. Поэтому в этом отношении вообще хорошо рисовать. Вот так прихожу, рисую, все оставляю тут на месте. Все мои вещи, краски, все здесь. Даже одежда вот рабочая, да, которой переодеваемся здесь. Вот, пожалуйста, сиди и рисуй, твори. Оставляю. Тут очень много работ. И самое главное, вот тему выбираем. Скоро Новый год, и вдруг предложение такое. Тема красного коня. Откуда она вот это? Да, откуда? По восточному календарю красный конь у китайцев, у вьетнамцев, а также у очень многих тюркских народностей тоже. А у якутов отдельный есть год. Но только не 26-й год. Год Джегай. Джегай Огота. Джегай — это лошадь. Огота — это жеребенок. И вот эта тема постоянная во всех многих в изобразительном искусстве очень много. Все художники, кстати, проходят через эту тему коня, любого коня. Хоть Пегас, хоть сказочный конь. А красный конь — это символ же вообще России, символ революции. Когда мы видим картину Петрова-Водкина «Купание красного коня». А так в жизни нет такого красного коня. То есть он нереальный? Он нереальный. Он как бы выдуманный, но образ такой огненного, целеустремленного такого, да, символ, говорю же, символ. Там мальчик, парень, который как бы это будущее, который вот превратит Россию, такое будущее есть, да. Вот вообще слово красный от этого зависит. Лошади бывают рыжие, рыжеватые, вот, и огненные. А в произведениях, даже в литературных произведениях, там очень тоже много. Вот, даже в якутском эпосе встречается. У Нюргун Батора Стремительного там Кыс Нюргустай Бухатыр, она
в огненно-красном коне приходит. Что это означает? Опять-таки она могущественная, она волевая, целеустремленная, воительница, да? И вообще красный знак – это, с одной стороны, цвет сексуальности. Обычно, когда вот якуты, когда девушка молодая выходит замуж, и она приезжает к жениху на белой лошади. Это символ чистоты такой, да? Вот, Невинности. Да, невинности. Вот это вот, всегда вот на этих символах строится. А если женщина так, сидит там, допустим, лошадь если такой красноватой масти, то это значит она легкого поведения. Даже вот такие вот есть понятия, да? И вот, и вообще краснобайство, краснодеревщики, вот кровь с молоком, да, девушка, вот это все означает, ну, о чем это говорит? О яркости, о смелости, вот об этом, вот этот красный цвет. Ага. У шаманизма, в шаманизме тоже есть, когда совершаются обряды совершаются, и там, допустим, приходит к этому шаману черный конь, да, это уже он впоследствии будет черным шаманом, типа, да. А если красный, то он уже вот такой же сильный, с запада, откуда-то с востока. Там очень много знаковых таких вещей. Вот это надо все понимать, да. Вот, допустим, даже вот есть название Аланхо. Во всех Аланхо богатыри у всех есть лошади. Они как действующее лицо выступают. Ага. Они поют, они танцуют, они разговаривают между собой, как, ну, как мифологический герой, да? Вот, поэтому это образ действительно такой, очень сильный, распространенный, да? Что вы больше любите рисовать? Все. Природу, на планере летом обязательно. Везде куда-нибудь я езжу, везде. За границу хоть где. Я с собой таскаю мольберт, краски. Краски вот такие маленькой формы, да. Вот я же специально вот показываю. Все с собой таскаю. Что у тебя, чемодан такой большой, этот, тяжелый? Например, меня спрашивает дочка. Я говорю, там у меня краски. Но зато картины серии, там горы, Кавказские горы, Эльбрус, там, да, моря, да, хоть какое море, да, Японское море. Это же вообще здорово. Где бываешь, там и рисуешь. Конечно, не успеваешь все рисовать, фотографируешь. Вот, например, вот есть, ну, картины, у меня есть тут тема такая. Сижу на родине, сама выезжаю, рисую, обязательно на машине, кто-то тебе надо, чтобы увезти, надо меня туда, да. Сижу, рисую, и вдруг проходят мимо лошади. Так, красота такая. Фотографирую, конечно, естественно, фотографирую. Обязательно, вот дополнение, вот чистая картина твоя, будущее. И там нарисовала, и там и одного лошадку, например, нарисовала. Потом домой, когда приезжаю, так расставила картины, и правнуку своему рассказываю. Вот смотри, вот тут я нарисую лошадей, говорю, вот когда я сидела, и показываю картину, вот тут прошли все лошади, вот эти, посмотри. Я-то успела всего одну лошадку нарисовать. Бабушка, а ты нарисуешь обязательно, говорит, это, жеребенка-то, обязательно нарисую. Вот так вот и продолжается тема, да? Любая тема, пожалуйста. Вот, фиксировать, и потом вот тут таких незавершенных работ много. Вечно кажется, вот работа закончилась, никогда вот невозможно так сказать. То есть она всегда продолжается. Да, продолжается, всегда можно вот хочется добавить. внести вот что-то. Я что-то вот сегодня вот эту картину могу так сосредоточиться, рисовать. А когда вот краска остается, там вот эти, не надо, высохнет, пропадет, и берут любые другие работы и начинают дополнять. Вот тут мне не хватало, вот тут... Вот так вот. Система такая. И к этому надо, конечно, прийти с опытом, это все приходит. Да. Молодые приходят, совершенно которые ничего не умеют. Первый раз берут кисточку, и тут, когда как раз профессионалы начинают их учить. Это здорово.
И когда получается, оказывается, я тоже могу. Да? Вот, например, у меня было такое чувство. Я никогда не думала, что я стану впоследствии художником. Никогда. Никогда я не думала, что я впоследствии стану Алан-Хасутом. Не умела даже горловое пение петь. Это приходится годами. Это накопление такое, да? А вот сейчас вот процесс у вас идет, да? Что мы конкретно там Ну, это вот у меня видим? старая работа, которую я сюда принесла специально. Вот именно вот эти красные тона, вот именно Чтобы тема добавить красного, опять-таки, она да? так и продолжается, еще будет продолжаться. С чего начинать? Надо увидеть готовую картину и копировать. Копирование обязательно. А вот когда вот стоит у тебя натюрморт, начинаешь копировать, точные тональности надо брать. Этому нас учили. Вот начинающие именно с этого и начинают. Обязательно. Самостоятельность приходит впоследствии. Вот. Ну а сколько вот за вашими плечами уже картин нарисовано, и что вы с ними делаете впоследствии? Может быть, дарите, может быть, у себя на выставках участвую отправляются? сама, или тематических могу участвовать, да, могу даже свои персональные выставки, у меня очень много. И там не только у меня живопись. Я же училась в академической живописи, есть современная живопись, любая, разная, да. И туда же в моих выставках бывают я шью, да, допустим, использую якутские мотивы, да, якутские платья, печфорк, кабыты, да, вот эта техника меняется даже, да. Серии платья шила раньше. Потом я вот эти же технику печфорка, да, или квадраты, скажем, да, бабушкины квадратики, я стала использовать на вязание. Я большой мастер. А мы как раз видим вот, вот я даже вот вязаные работы ваши, которые вы принесли, да, тоже году предстоящего. Вот это пришло совсем символа. недавно. Хотя каждый год, когда меняется гороскоп меняется, что вот я делаю то зайчика, то кого-то, вот от года зависит. От года зависит, да. Вот таких игрушек у меня много. У меня и внуков, и правнуков много. И вот, пожалуйста, и подарки, и поделки. Да. Можно и дарить, не только лошадей. Там очень много всего. И делаю шары ажурные, разноцветные. Вот прямо с потолка шары. Там техника тоже... Ну, с одной стороны, как бы простая и в то же время очень даже увлекательная. Дети могут этим заняться. Белые снежинки, и там техника на белые... Можно использовать как елочные игрушки. Да, можно использовать как елочные игрушки. И снежинками украшаешь. Снежинки ты ПВА клей берешь, это тоже своя рода, большой кисточкой широченной, шире, чем вот это, мажешь и переворачиваешь, на следующий день они уже торчат у тебя, вот так, как на клею уже. И вот когда шары вяжешь, тоже надуваешь туда, вот эти шары вяжешь, вовнутрь шарик надуваешь, и прямо сверху этот тоже клеем. И на следующее утро вот этот шарик. Шарик снимаешь. Форма остается. Форма остается красиво. Хоть какие большие делай, хоть маленькие делай, да. Разноцветная вообще красота. Это я люблю со своими правнуками этим заниматься, да. Несмотря какой год. Но это тоже мастерство к этому приходит. Раньше я увлекалась вышиванием. Именно копировала. Это очень трудоемкая работа. Одну картину делаешь по несколько месяцев. Да? И таким образом очень много накопилось, на выставках первые места занимала. Тематические картины, а потом уже авторские появились. Это не якутский вид искусства, да, хотя вышивка есть, да, у нас у северных народностей очень много, у якутских, даже если посмотреть, вот утварь якутскую, лошади даже, если смотришь, да, чапарах, качем, вот там
все вот эти узоры, орнаменты, все они вышиты. Даже там не только одна техника вышивания, да. Якуты вышивали, вот, допустим, на вот этих шапках, везде, да, кабарка семяра, везде вышивали, ну, гладью. А техники одного вышивания, знаете сколько? 25 или даже больше. У Восток особенно. Вот я бываю в очень многих этих музеях, когда, допустим, в Монголии какие вышивки, монгольские вот эти мантры из натуральных камней, да? Тибетские вот эти вот монахи, вообще эти монахи этим занимались. Раньше вообще вышивание было, ну, мы перешли к вышиванию, но ничего страшного. И рисование то же самое, история искусства, если взять, да, все начиналось от мужских монахов. Они этим занимались. Софья Иннокентьевна, предлагаю вернуться к теме наших картин. Да? Вот какая из техник вам ближе всего? Они же ведь разные, и вы обучались разными, как я понимаю, да? В основном я училась обучение. Академическое живописи. Академическое. Меня даже спросили, вот почему вот ты выбрала именно вот этого мастера живописца Иннокентьева, да? Он очень большой мастер академической живописи, такой классической живописи. Он от современности совершенно другое. Современность можно всегда учиться. Я отвечаю им и вопрос, когда задают, современности, абстрактности, всему этому всегда можно научиться. А академической школе это очень, самая классная, самая база там находится. То есть она необходима, да, вот каждому начинающему художнику. Начинающим тоже важна. Там себе, когда я же говорила же, что начинается с этих натюрмортов, и надо выбрать разные цвета, стоят ткань, да, тени. фактура ткани, тени. Да. Вот этому всему учишься тени. Вот, допустим, бутылка, обыкновенные стеклянные бутылки ставятся, да, разноцветные. И вот, пожалуйста, зачем рисовать постоянно эти бутылки? А там столько цветов, столько переливов, столько моментов, столько деталей. Как падает вот этот свет, луч падает, какие там блески, да, совершенно разные. Там даже можно увидеть разноцветие. А в природе столько тонов, когда ты приезжаешь после какого-нибудь пленэра, да, в город, допустим, да, или все видишь только вот краску, все видишь всю одежду, всё, вот, вокруг видишь только в цветах, разбираешься в цветах. А в природе столько тонов, столько цветов. Да? Вот, допустим, я была в Алтае, вот, да, часто тоже тут бывает там. Ночью шел дождик, да? Кругом горы, высоченные горы, и вот поселок. И всю ночь дождик, рано утром проснулась, смотрю, в туман, густой. Вот 3 метра, и ничего не видно. Для меня первый раз же такое, да, все в тумане. Вышла на улицу, стала наблюдать, и этот туман маленечко стал подниматься, рассеиваться. Вот так вот, да, вот светлее становится, потом уже 6 часов, уже 7 часов начинает. Все на глазах у твоих все это расплывается, и открываются вот эти горы, и потом где в конце горы, где это, да, столько цветов, там же солнце светит, и горы прямо вот так разноцветием играют. Как у холсты же есть, Рериха. Горы, Гималайские горы. И там разноцветные горы. И тут думаешь, я раньше думала, разве бывают такие сиреневые, зеленые горы разве бывают? Я так думала. А тут я увидел своими глазами. Представляете? И тут начинает еще, когда разноцветие, вот это, и еще меняет тона, переливается. Как обычно же Чукабель, вот это, сияние север, там же меняется тона. Вот такое видели вы? Нет? В жизни видели? Нет. Это вот такое. Но могу тоже, представить, да. И вот то же самое, горы. Вот где цветами. И там еще когда после дождя же все это происходит, там радугой
очень много радуг. И оказывается, не только радуга, как дуга бывает, а бывают переломленные лучи. А от этого отражения вот этих гор, это вообще, это неописуемая красота. Это можно увидеть, наверное, в жизни один раз только. И я считаю, это действительно счастье. Говорят же, когда если ты увидишь, здорово, да. увидишь этого, как танцуют стерхи, Да. это значит самый счастливый человек. Да, подобие этого, ловить вот это счастье, это вообще здорово. Ну, на этих словах можно было, конечно, закончить наш эфир, но у меня к вам еще один вопрос, последний, да, так Давайте, скажем. давайте. Права ли буду я, если скажу, что ваше любимое животное – это лошадь? Пока что нет. Вот я нынче только вот стала что-то внимание. Обращать. Я думала, это недосягаемость, думала. Раньше я вот, когда рисовала, лошадей не рисовала особо, да, и думала, ой, как это, даже коров, да, вообще. Ну, животных, анималистика это называется, когда животных Да. рисуешь. Допустим, у меня есть картина, лося, там, допустим, даже соболенок, да, волк, да, это же вообще красиво. Вот это даже вот это вот возьми, да, тоже, из серии, из тех старых работ. Медведи, допустим, такой грозный. А лошадь, вот думала, очень тяжело думала. Оказывается, я сейчас уже на памяти вот так взять и могу рисовать, карандашом рисовать, а потом уже так спокойно, свободно. Уже свободно, уже знаю, как бы, да. Так же, как и когда учишься на художника, там обычно человеческие, допустим, ну, как бы сказать, даже череп. Да. Даже строение черепа, строение человека. Там есть свои ракурсы, свои вот эти правила, да. Вот, допустим, портрет, лицо рисуешь, там изучать надо. Все изучать надо. И это надо рисовать, а потом только у тебя получится. Вот эти и поэтому надо начинать вот именно. Вот эта академическая школа живописи, оттуда этого и начинается. Вот. Мне так кажется. А темы, ну, вот любимых, конечно, много, очень много. Пейзажи, там сколько угодно можно рисовать. С натуры причем, да? С натуры, Наверное, очень интереснее. трудно. Ну, интереснее. Сейчас технология же пошла современная. Сейчас никто недолго сидит. И никто не хочет долго-долго одного человека портрет рисовать. Все с фотографий обычно, да? Но это как бы легко дается. Сейчас очень много распечаток, распечатать можно, и срисовывать можно. Только тона должны быть попадать. И вообще портрету учатся, вот как мои вот эти преподаватели говорили, учиться надо прямо годами. 8 лет, 10 лет. И вот после этого только сейчас у меня портретов, конечно, много, но некоторые я хочу повторить. Я уже другими глазами, уже другой техникой. Там вроде бы, если был такой самодеятельный уровень, вот профессионализму приходишь постепенно, не сразу. Не сразу Согласна. Москва строилась. Софья Иннокентьевна, вам огромное спасибо. Хочу вас поблагодарить за вообще такой познавательный разговор, скорее всего, более, да, продуктивный. И желаю вам, ну, не останавливаться на достигнутом, учиться, сказали, как вы, да, достигать профессионализма, ну и продолжать видеть жизнь в ярких красках. Вот еще дополню. Вот эта студия, арт-студия Афины, чем она хороша, еще раз вот повторяю. Я прихожу как домой. Я дома могу лениться. Да? Могу так оставить работу, и мне будет разбросано все такое. А тут цель ставишь. Я сегодня это сделаю. Вот за какое-то определенное время я вот больше сделаю, чем дома. Хотя все условия тоже вроде бы есть, да? Тут собирается человек, сосредотачивается, потом общение. Допустим, бывает так, я говорю, ой, что-то у меня не получается, поправь, пожалуйста. Говорю, Машенька, поправь мне, пожалуйста. Она сидит, мне поправляет. Ой, как здорово, я сижу, пою, допустим, да, я сижу, пою. Вот такие вещи получаются. Так что вот это общение, вот эта вот свобода, самое главное общение.